Практически с самого начала 2022 года наша страна оказалась под давлением небывалых в мировой истории экономических и политических санкций. 2022 стал переломным для всей российской экономики. Как прогнозировали эксперты, он выдался сложным для предприятий реального сектора. Группа компаний «Таиф» исключением не стала, и несмотря на тотальные санкции, введенные против России, предприятия компании завершили год с достойным результатом. Сольдированный доход «Таиф» с учетом компаний, объединенных с Сибуром, составил более 1 триллиона 100 миллиардов рублей. В том числе доходы компаний группы превысили 600 миллиардов рублей. По показателю доходов от продаж и по показателю EBITDA мы получили результаты, превосходящие уровни прошлых лет. Сохранить устойчивость смогли благодаря запасу прочности, накопленному за предыдущие годы, и высокой квалификации специалистов. Сложные вызовы в «Таифе» научились преобразовывать в точки роста, а полученные доходы позволяют не только динамично развиваться, но и направлять средства на социальные проекты, поддержку спорта и благотворительность. За 28 лет компании группы «Таиф» инвестировали в различные направления на более 2,6 триллиона рублей. Это инвестиции в абсолютно разных направлениях. Конечно, безусловно, с основным упором на производство. Это создание новых производств, это модернизация и реконструкция действующих производств, это масштабные программы ресурсы, энергосбережения, промышленной, экологической безопасности, социальной направленности. Сегодня Совет директоров принял решение об избрании председателем Совета директоров «Таиф» Рустема Сультеева, с заместителем председателя Руслана Шагабуддинова. Подтверждены полномочия и председателя правления акционерного общества «Таиф» Альберта Шагабуддинова. Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников, Дмитрий Шлемин, ТНВ «Казань».